Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в 1 классе. Отдых наш кончается, работа начинается. Усердно будем мы трудиться, чтобы чему-то научиться. Сегодня на уроке мы познакомимся с новой буквой. Телеурок. Отгадайте загадку. Не жужжу, когда хожу, если в воздухе кружусь, тут уж вдоволь нажужусь. Кто это? Да, это жук. Произнесем первый звук в слове отгадки. Ж, ж. Какой звук в этом стихотворении чаще повторяется? Звук Ж. Произнесем. Как жужжит жук? Жжж. Я думаю, вы догадались, что тема нашего урока – буква Ж. Сегодня на уроке вы познакомитесь с новой буквой и звуком, который она обозначает. Будете читать слоги, слова с новой буквой. Научитесь писать заглавную и строчную букву Ж. Давайте дадим характеристику звуку Ж. Повторите еще раз этот звук. Ж, ж. Язык и зубы мешают воздуху свободно проходить во рту, и возникает как бы преграда. Звук не поется, значит звук Ж – это согласный звук. Теперь давайте определим, звонкий он или глухой. Звук Ж, Ж, Ж звучит звонко, поэтому и говорят, что этот звук звонкий. Звук Ж в словах произносится твердо, например, в словах лыжи и ежик. Поэтому говорят, что этот звук твердый. Вспомним слова, которые начинаются на букву Ж. И назовем в словах первый звук. Жираф. Первый звук Ж. Жизнь. Первый звук Ж. Желтый. Ж. Жилет. Первый звук Ж. Жаба. Тоже первый звук Ж. Какой был первый звук во всех словах? Твердый или мягкий? Да, твердый. Попробуйте его произнести мягко. Получилось? Нет. Сделаем вывод. Звук Ж всегда твердый звук. А еще вы должны запомнить, что звуки мы произносим и слышим, а буквы видим и пишем. Все звуки на письме обозначаются буквами. Вот и звук Ж на письме обозначается большой буквой Ж и маленькой буквой Ж. Причем все звуки обозначаются в квадратных скобках, чтобы не путать их с буквами. Большая буква Ж и маленькая буква Ж – это буквы, которые подсказывают, что мы должны произнести звонкий парный звук Ж. Но иногда в некоторых словах вместо звука Ж мы произносим и слышим звук Ш. Например, в слове «книжка». В середине слова мы слышим
твердый согласный звук «ш», а пишем букву «ж». В этом случае, чтобы не запутаться, какую букву надо написать «ж» или «ш», мы слово изменим так, чтобы после буквы «ж» стояла гласная буква. Например, книжечка. В середине слова мы хорошо слышим звук «ж». Значит, писать будем букву «ж». Теперь рассмотрим, в каких местах слова может находиться звук «ж». Найдем место звука в слове «ежик». Звук «ж» слышим в середине слова. Желудь. В этом слове звук «ж» слышится в начале слова. Ножницы. Звук «ж» находится в середине слова. Ежевика. В этом слове мы слышим звук «ж» в середине слова. Жираф. В начале слова слышим звук «ж». Нож. А в этом слове звук «ж» мы слышим в конце слова. Итак, звук «ж» может стоять в начале слова, в середине и в конце. Телеурок. А теперь поиграем в игру «Да скажи словечко». Вяжет мама длинный шарф, потому что сын, верно, жираф. Лейся, дождик, веселей, мы с тобою дружим. Весело нам бегать босиком по... Молодцы, по лужам. Лежебока рыжий кот отлежал себе, правильно, живот. А теперь посмотрите на картинку и найдите все слова на букву «ж». Жираф, жук, журавль, жабы, жар-птица, желуди. Мы нашли с вами все предметы, которые начинаются на букву «ж». Букву «ж» считают жадной. «Ж» не делится совсем. Жадным быть нельзя, не надо, ведь у жадных нет друзей. Теперь давайте посмотрим, как пишутся буквы «ж». Буква «ж» может быть большой, ее называют заглавной, и маленькой, ее называют строчной. Большая буква всегда больше, чем маленькая, а маленькая буква всегда меньше, чем большая. Эта буква широка и похожа на жука. И при этом точно жук издает жужжащий звук «ж». Стала снежинка буквою «ж». Солнце ее не растопит уже. Итак, буквы мы научились писать. А теперь вспомним, в каких случаях пишутся эти буквы. Если кому-то или чему-то даются имена, то эти имена пишутся с большой буквы. Например,
с большой буквы пишутся имена Женя и Жанна. С большой буквы пишутся отчества и фамилии людей. С большой буквы пишутся клички животных. Например, собака Жучка. Еще с большой буквы пишутся названия городов, рек, озер и стран. А с маленькой буквы пишутся многие другие слова. Например, жираф, жаба. Еще с большой буквы пишутся слова в начале предложения. Например, жук летает над лужком, он устал ходить пешком. А теперь мы поучимся с вами читать слоги и слова с буквой «Ж». Повторяйте за мной. Жа, жо, жу, же, жо, жи. Прочитаем слова. Жук, жил, жар, жаба, жало, лыжи, жираф, живот. Закончите слова слогом «жи». Какие слова получились? Этажи, гаражи, чижи, маржи. А теперь давайте посмотрим письменные буквы «Ж», большую и маленькую. Сравните их с печатными буквами. Будем учиться писать заглавную букву «Ж». Начинаем писать ниже середины широкой вспомогательной линии. Введем вверх-вправо, доводим до середины широкой вспомогательной линии. Закругляем вниз влево, пишем полуовал до нижней линии рабочей строки. Возвращаемся по написанному почти до пересечения с верхней линией рабочей строки и пишем присоединительный элемент резко вправо-вверх до середины широкой вспомогательной линии, затем длинную наклонную линию до нижней линии рабочей строки и резко вправо-вверх до середины широкой вспомогательной линии. Закругляем вправо-вниз, немного ниже середины широкой вспомогательной линии. Возвращаемся по написанному и дописываем полуовал до нижней линии рабочей строки. Заканчиваем писать букву на середине рабочей строки. Теперь напишем маленькую букву «Ж». Начинаем писать ниже верхней линии рабочей строки. Ведем вверх, вправо, доводим до верхней линии рабочей строки, закругляем вниз, влево, пишем полуовал до нижней линии рабочей строки. Возвращаемся по написанному до середины и пишем присоединительный элемент. Резко вправо, вверх до верхней линии рабочей строки. Затем короткую наклонную линию до нижней линии рабочей строки. И резко вправо-вверх до верхней линии рабочей строки. Закругляем вправо-вниз,
немного ниже верхней линии рабочей строки. Возвращаемся по написанному и дописываем полуовал до нижней линии рабочей строки. Заканчиваем писать букву на середине рабочей строки. Напишите букву «Ж» в воздухе. Попробуйте написать эту букву в тетради самостоятельно. Сегодня на уроке вы познакомились со звуком «Ж». Это согласный, звонкий и всегда твердый звук, у которого нет мягкой пары. На письме этот звук обозначается буквой «Ж», большой и маленькой. Научились писать букву «Ж». А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания, ребята. До новых встреч!